Я приветствую всех, кто смотрит нас в Амрате и Кишиневе в 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Саркели. Сегодня среда, 19 июля, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке. Когда нас станет больше, делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии в стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в программе Уазу Нантой, депутат парламента от партии ПАС. С ним мы поговорим о том, возможен ли диалог между Кишиневым и Камратом дальше. Во второй части выпуска мы поговорим с другим депутатом парламента от той же партии ПАС, Раду Марьяном, об его инициативе возмещать НДС экономическим агентам, экспортирующим товары за рубеж, из регионального бюджета АТО Гагаузия. В третьей части выпуска у нас будет Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины. С ним мы поговорим о последнем обстреле Одессы и зерновой сделки, о будущем зерновой сделки. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с депутатом парламента Республики Молдова от партии ПАС Уазу Нантой о процессе формирования правительства, исполнительного комитета АТО Гагаузия, который, как выяснилось, формируется какими-то учеными и специалистами из Санкт-Петербурга. Господин Нантой, приветствую вас. Добрый день, спасибо за приглашение, но почти традиционно я должен уточнить. Я буду высказывать свою личную гражданскую позицию. Ну, это даже интереснее, понимаете. Вы не обременены никакими... Нет, да. Объяснение очень простое, потому что если мы заглянем на сайт правительства и посмотрим на программу правительства или на сайт правящей партии ПАС и посмотрим на ее документы, то там не будет ответов на те вопросы, которые сейчас возникают в гагаузской автономии, во взаимоотношениях автономии Кишинева и так далее и тому подобное. Поэтому я буду отвечать на ваши вопросы в меру своего понимания ситуации. На мой взгляд, наиболее точно ситуацию высказал Михаил Формузал. Я уже применял цитату с его страницы в Фейсбуке, что аукцион состоялся, лот «Гагаузская автономия» продан. Да? Я со своей личной точки зрения не уважаю выбор гагаузского народа, если называть эту Евгению Гуцулову выбором гагаузского народа. И я не считаю, что Евгения Гуцул будет представлять интересы граждан Республики Молдова, которые проживают в гагаузской автономии. И в связи с этим мне вспоминается выражение Бернарда Шоу, что демократия – это такой механизм, который не позволяет жить людям лучше, чем они того заслуживают. Когда вместо выборов в гагаузской автономии пошла разнузданная кампания популизма и подкупа избирателей, и это называется выбором гагаузского народа, то я повторяю, я не уважаю этот выбор. Что будет дальше? Дальше интересно наблюдать. С одной стороны, некоторые депутаты Народного собрания, особенно те, которые поддерживали проигравших кандидатов, вдруг озаботились достоинством гагаузской автономии. Что у нас есть автономия, и мы сами должны управлять автономией, и некто Илон Шор, в общем-то, должен остановиться. Но как-то во всем этом народные избранники из Народного собрания забывают упоминать, что Илон Шор – это человек, осужденный молдавским судом на 15 лет. Да? И это факт. Второй момент. Если мы смотрим на закон от 1994 года и на уложение Гагаузии, то новоизбранный Башкан должен представить состав исполкома, и Народное собрание, насколько я понимаю, должно его утвердить. Да. И когда нам говорят, что формированием исполкома занимаются какие-то там эксперты, какие-то структуры, какие-то конкурсы, правда, я видел на одном из интернет-каналов
уже некоторые наши сограждане из Гагаузской автономии видят себя в этом исполкоме, да, то это всего лишь попирание и того закона, и того уложения, и правил добропорядочного поведения, что если тебя избрали башканом, то будь добр или будь добра в данном случае, представь свою команду Народному собранию и продемонстрируй Народному собранию, что эта команда будет исполнять твою предвыборную программу. Хотя в данном случае, я повторю, это мое личное мнение, у Евгения Гуцул нет никакой программы, это марионетка, это пешка в руках Шора, которая решает свои личные проблемы, не говоря уже о том, что он является инструментом Кремля по дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Так что мое отношение к тому, что происходит в Гагаузской автономии, как гражданин Республики Молдова, мне стыдно. И я переживаю, потому что в Гагаузской автономии живут не только те люди, которые продались и которых купили, и по итогам этой купли-продажи появилась якобы Евгения Гуцул, якобы башка. В Гагаузской автономии живут нормальные люди, которым стыдно за то, что происходит. И я не хотел бы, чтобы Гагаузская автономия после так называемых выборов стала бы и инструментом дестабилизации в Республике Молдова в целом, и инструментом по противопоставлению, искусственному противопоставлению наших сограждан, которые живут в Республике Молдова, с центральной властью и с остальной частью молдавского общества. Ну, не хотите говорить о гагаузской автономии, тут сложно говорить о гагаузской автономии сейчас. Я надеюсь, к сожалению, гагаузское сообщество не может быть тем самым инструментом, который предотвратит использовать Гагаузию как инструмент против Кишинева. Это уже показала практика. Но вот давайте поговорим о Кишиневе. Мы не увидели от партии ПАС за 2 года. Вот у меня было интервью с госпожой Майей Санду, когда она была еще премьер-министром. Она приезжала в Камрад, тогда помнится, встречалась в Народном собрании. И в интервью она сказала, что с Гагаузией нужно выстраивать институциональный диалог, институциональные взаимоотношения. Но мы, честно говоря, вот за 2 года не увидели никаких институциональных взаимоотношений, и мы не увидели попытку выстроить эти взаимоотношения. Окей, есть какие-то институциональные взаимоотношения, которые, очевидно, не работают. Да? Но хотелось бы видеть какие-то новые видения, что дальше. Вот почему мы этого не увидели, господин Антон? Я, опять же, вынужден буду повторить, что это моя личная позиция. Да, я помню, по-моему, это было 19 июня 2019 года, когда госпожа Майя Санду в качестве премьер-министра приехала на инаугурацию Ирины Влах, на ее 2-й мандат. Это при том, что все, кому было не лень, утверждали, что выборы были фальсифицированы, что избирательные участки были открыты чуть ли не до 12 ночи, что людей затаскивали на избирательные участки, чтобы обеспечить Ирине Влах победу с 1-го тура. И действительно были произнесены эти слова о том, что взаимоотношения Кишинева и Камрата нужно институционализировать, чтобы они не зависели от личных отношений, от окраса глаз, причесок и так далее тех, кто в Камрате и в Кишиневе. Но я с вами согласен, что на этом пути мы не продвинулись ни на миллиметр. Тот проект, где есть площадка для диалога между парламентом и Народным собранием, на мой личный взгляд, он не работает, потому что с обоих сторон нет искренности и нет искреннего желания решить главную проблему – формализовать распределение полномочий между центром и автономией. Я опять же предлагаю тем, кто, скажем так, искренне заинтересован в решении этой проблемы, для начала прочесть статью 111 Конституции Республики Молдова, где написано, что Гагаузская автономия в рамках своих полномочий и в интересах всех граждан решает проблемы политического, экономического или социального характера, что-то в этом роде. Но эти полномочия нигде не сформулированы и не разграничены.
И здесь получается, что мы с вами опять же возвращаемся к тому фундаментальному вопросу. Зачем создана гагаузская автономия? С одной стороны, я вижу, как переживают представители гагаузской интеллигенции, которые переживают в силу того, что гагаузский язык теряет свои позиции. То, что внуки с бабушками, с дедушками в сельской местности разговаривают еще на гагаузском языке, не отменяет факта, что в районных центрах, в Камрате идет саморусификация гагаузов, и гагаузы теряют свой родной язык. Да. То есть я искренне считаю, что гагаузская автономия в первую очередь должна решить эту проблему, обеспечить сохранение идентичности, сохранение развития языка и национальной культуры для наших сограждан Гагауза, которые причисляют себя к гагаузскому меньшинству, которые компактно живут в автономии. Дальше начинается спекуляция, потому что кто-то в Камрате кричит, что это наша государственность. Но, уважаемые, у нас по Конституции есть это унитарное государство. Да, у нас есть проблемы с левым берегом, но это не значит, что мы должны игнорировать Конституцию. И есть понятие «народ Республики Молдова». И когда в законе от 1994 года и в уложении я читаю, что Башкан приносит присягу перед народом Гагаузии, не перед гагаузским народом, не перед согражданами, перед гражданами Республики Молдова, жителями гагаузской автономии, а народом Гагаузии, то, извините, с точки зрения юридической, это слишком далеко идущее, скажем так, отклонение от нормы унитарного государства. Ну, господин Дуду, я с вами, это, конечно, интересно сейчас сидеть и копаться в законах и выяснять все нестыковки. Но понимаете, Кишинев не продемонстрировал политической зрелости. Вот что хочет Кишинев? Окей, понятное дело, что Гагаузия сама не может определить, чего она хочет. Это уже понятно всем. Гагаузия не знает, чего они хотят. Гагаузы не хотят развивать гагаузский язык. Это все понятно. Вот есть Москва, которая указывает гагаузям, что надо делать. А что в это время делает Кишинев? Вот этот вопрос. Я воспринимаю вашу критику, в том числе и в свой адрес. Я могу только сказать, что с большим опозданием внутри партии ПАС начались дискуссии о том, что нужно сделать для того, чтобы гагаузская автономия стала органическим элементом молдавской государственности и не была раздражающим фактором и инструментом Кремля для дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Здесь это наша недоработка, за это нас надо критиковать, я с этим согласен. Но я очень рассчитываю на то, что мои коллеги вместе с правительством и с президентом страны все-таки перейдем от общих дискуссий к более конкретным делам, которые должны выразиться в интенсификации диалога с различными сегментами наших сограждан в гагаузской автономии. То есть нам нужен диалог, межкультурный диалог. Господин Антой, я прошу прощения. Нет, я не ухожу от ответа на вопрос. Диалог, мы это слышим, какой диалог? Нужно строить уже что-то, создавать, нет? А этого диалога пока что нет. Это же то, что Ирина Влах делает. Очень хорошо есть. С ансамблем Дюза Ава по всей Молдове, это еще не тот диалог. И, конечно, нам нужно сесть и изложить свое видение правящей партии на предмет взаимоотношений Кишинева и Камрата, на предмет изменения и уточнения положений закона 1994 года. Но здесь с этим я согласен, у нас есть большие недоработки. То, что у нас обсуждаются различные идеи, пока что мы не пришли к единой позиции. И главное, не пришли к пониманию необходимости, как сказать по-русски, четкому разграничению полномочий для того, чтобы не оставить поле для разного рода спекулянтов и крикунов. Ну, господин Антой, когда вы говорите, что нет диалога, я с вами не соглашусь. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Значит, с левыми партиями диалог есть,
С коррумпированными элементами в Кишиневе диалог есть. С Плохотнюком такой диалог был, что прямо аж уши трещали, понимаете, у всех. Вы, наверное, еще расскажете, какие суммы заносились в Народное собрание для в том того, числе, чтобы... да. Вы лучше знаете меня, да. Единственное, с кем нет диалога, это нет диалога с партией ПАС. Потому что партия ПАС, насколько я понимаю, до сих пор, не знаю, как будет дальше, не шла на какие-то предложения и запросы, значит, с этими самыми, от местных политиков, которые там имели в себе какие-то коррумпированные элементы. Вот даже Влах вчера в интервью пожаловался, что как бы, ну, с оппозицией же можно вести диалог кулуарно, как бы не обязательно, как бы там официально. Вот у ПАС, если ПАС не хочет коррумпировать, если ПАС не хочет идти по этой протаренной коррумпированной дорожке, то чего хочет ПАС? Потому что с правыми партиями у нас действительно диалога нет в Гагаузии. Да? То есть, хоть были с правыми партиями, если считать партию Влада Филата правой, то там был как бы диалог, и все мы знаем, какой там диалог был. Да? А вот у ПАС какой диалог был? Какой диалог хочет ПАС? Я с вами не соглашусь, потому что мои коллеги выезжают в гагаузскую автономию, стоят у палаток, раздают листовки на русском языке и входят в диалог с нашими согражданами, которые живут в гагаузской автономии. И я вам скажу, что они возвращаются достаточно, ну не то что окрыленными, но настроенными очень позитивно. Что оказывается, когда говорят с нашими согражданами из гагаузской автономии о социально-экономических проблемах, то здесь мы знаем, что и в Камрате, и в Кагуле, и в Единцах, и в Бельцах людей заботят приблизительно одни и те же социально-экономические проблемы. Это бедность, это цены, это маленькие зарплаты, это маленькие пенсии, это отсутствие рабочих мест для молодежи и так далее, и так далее. И в этом смысле у нас диалог поддерживается. Другое дело, что когда мы говорим о диалоге, ну и идем по стандартному пути, что вот есть парламент, есть народное собрание, то, конечно, это сложно поддерживать диалог, потому что в нашем парламенте, откровенно говоря, мало интереса к гагаузской автономии, да? Откровенно говоря, потому что когда в гагаузской автономии выходят на какую-то площадку телевизионную и кричат, что вот Кишинев хочет там что-то, какие-то коварные интриги, или Кишинев наблюдает за тем, как мы ругаемся и радуемся. Нет, уважаемые, Кишинев не наблюдает, Кишинев не радуется, Кишинев вообще не демонстрирует интереса, потому что в Народном собрании лично мне не с кем говорить. Ну, я не хочу там выделять, к примеру, Александра Тарнавского или что-то, но мне было бы интересно увидеть списочный состав того президиума, который выдает на гора анонимки, достаточно подлые иногда. Да? И возникает вопрос, вы мужики или не мужики? Какой диалог с вами можно вести? Или мне говорят, что вот надо вести диалог с примарами. Я согласен, примары в гагаузской автономии обижены. Но как быть с тем, что 13 ноября 2020 года на площади в Камрата стояли 21 примар по стойке смирно, и по указанию Ирины Влах поливали грязью Майю Санду и сторонников Майи Санду? Это было, Михаил, или не было? Ну, послушайте, Поэтому, нет, подождите, поэтому, когда мы говорим про диалог, я имел в виду, в первую очередь, надо вести диалог с молодежью, с выпускниками, будущими выпускниками лицеев, гимназий, со студентами Камрадского университета, с разного рода культурные проекты, потому что у меня хороший друг, он занимается культурными проектами, и говорит, когда я эти фольклорные ансамбли из украинского, молдавского, и гагаузского, и болгарского села свожу вместе, то душа радуется. Люди совсем по-другому воспринимают друг друга. Поэтому я согласен, что есть большие недоработки со стороны правящей партии. Я согласен и воспринимаю критику, в том числе и на свой адрес, даже если я отношусь к тем, кто старается привлечь внимание своих коллег к тому, что от реагирования на то, что происходит, эмоционального реагирования на то, что происходит в автономии, надо перейти на разработку государственных политик.
И Вот, я об этом, господин Анатолий, ну, диалог это, конечно, красивое, я, честно говоря, да, хорошее слово, диалог, красивое, да, но когда начнется строительство, укрепление государственных институтов, когда Республика Молдова как государство будет лучше представлена в Гагаузии, потому что ее как бы, ну, извините, но я ее не вижу, ну, окей, образование здесь, медицина здесь, но когда речь заходит, там, не знаю, о внедрении молдавских законов, и тогда этого мы не видим, да, то есть полиция как-то в кусты, прокуратура как-то в кусты, и вы это сами прекрасно знаете, не хуже моего. Вы напомнили прокуратуру и страсти вокруг назначения прокурора Гагаузии, а я вспомнил, как в предыдущем составе Народного собрания ваши народные избранники обращались, в том числе и в прокуратуру, в связи с проблемой каких-то стратегических запасов зерна, которые то ли исчезли, то ли они были, то ли их не было. Я тоже написал в прокуратуру Камрата запрос депутатский, и мне сказали, что не нашли повода для возбуждения уголовного дела. Это еще один аргумент, в кавычках, в пользу того, что прокурор Гагаузии должен назначаться с одобрения Народного собрания, чтобы междусобойчик был не нарушал. Вечно. Чтобы междусобойчик был вечно, да. Я согласен с вами, что есть большая проблема с отношением к законодательству Республики Молдова в Гагаузской автономии. Потому что, когда я смотрю на эту искусственную проблему с патентообладателем, уважаемый, это опять же происходит из того, что мы не хотим дать ответ на вопрос, где заканчивается полномочия Гагаузии и где исключительные полномочия центра. Потому что мы дойдем до того, что господин Константинов или Новый Башкан поедет в Национальный банк и скажет, дайте нам базовую учетную ставку отдельную для Гагаузии. Ну, я утрирую, да? Ну, теоретически они могут это сделать, просто, может, еще фантазии не хватило, я не знаю. Нет, ну, я могу подсказать еще там идеи, но я с вами должен согласиться, что правящая партия, которая занималась то ковидом, то газовыми проблемами, то беженцами, то обеспечением мира, сейчас европейская интеграция, должна вспомнить, что европейская интеграция не может быть реализована без того, чтобы гагаузская автономия стала органическим элементом молдавского государства. Здесь я не соглашусь с президентом страны, я произнес ужасную фразу, но тем не менее. Когда ее спросили, вот европейская интеграция, что произойдет, если гагаузская автономия и Приднестровье будут против? В Приднестровье такого субъекта вообще не существует, да? Давайте забудем. А когда мы говорим про гагаузскую автономию, то полномочия гагаузской автономии не относятся к внешней политике Республики Молдова. Каждый гражданин Республики Молдова, который проживает в гагаузской автономии, может поддерживать европейскую интеграцию или быть против европейской интеграции. Может поддерживать ЛГБТ-марши или быть против. Но это не относится к компетенции Гагаузии. Когда будет проведен в свое время референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз, в нем будут участвовать все граждане Республики Молдова, на всей территории Республики Молдова, и голос будет иметь ту же величину, безотносительно где будут проживать граждане. В диаспоре, в Камрате, в Единцах или в Кишиневе. Я надеюсь, к тому времени и левый берег тоже будет интегрирован. Поэтому вещи нужно называть своими именами. Я надеюсь, что к моменту, когда мы придем к вступлению в Европейского Союза, страну будет управлять партия, которая хочет европейской интеграции, а не наоборот. Знаете, как будто... я с вами опять же хочу уточнить. Вот, например, после 23 июня прошлого года появились голоса, что вот Молдова получила статус страны-кандидата из-за войны в Украине. А я задаю следующий вопрос. А если бы президентом был Игорь Додон, Молдова получила бы статус страны-кандидата? Не, я с вами абсолютно согласен. Я имею в виду, что к моменту... Я хочу закончить свою мысль. Заслуга того, что у нас есть статус страны-кандидата, это заслуга граждан Республики Молдова, которая объединилась 15 ноября, объединились и проголосовали за Майю Санду. Это заслуга граждан Республики Молдова, которые проголосовали на выборах 11 июля 2021 года за партию ПАС.
Это заслуга граждан Республики Молдова, которые продемонстрировали, что мы цивилизованный народ, оказавший поддержку украинским беженцам. И точно так же европейская перспектива должна быть прежде всего, скажем так, не озабоченностью, а целью для граждан Республики Молдова. Тогда появляется и политическая власть, которая отражает интересы этих граждан. И мы должны, конечно, исключить фактор кульков, да, который сейчас переходит иногда в криптовалюту. И только в этом случае европейская интеграция будет необратимой и будет, скажем так, принесет тот эффект, который она принесла в прибалтийские государства еще в 2004 году. Господин Антой, последний вопрос, наверное. Да? Вот сейчас Илон Шор осужден на 15 лет лишения свободы за банковское мошенничество и находящийся под международными санкциями, получил кресло в правительстве Республики Молдова. То есть у него будет свой член в правительстве. Как с этим быть? Ну, как с этим быть? Есть два варианта. Первый. Я пишу законодательную инициативу, согласно которой Башкан исключается из состава правительства, и мы за нее голосуем. Она уже есть, или вы только задумались об этом? Нет, но это можно до утра написать, это не сложно. Да. Второй момент. А напишите, господин Антой, или нет? Без согласования с партией не напишу. У меня очень много вредных инициатив, но я их согласовываю. Понятно. Второй момент. Я видел косвенное интервью с исполняющим обязанности генерального прокурора. Согласно информации, которую он предоставил, еще продолжается расследование корректности выборов в Башкана-Гагаузии. То есть эту тему мы оставляем в стороне. А третий момент, это Евгения Гуцул становится членом правительства. Ну и что? Ну и что? Правительство – это коллегиальный орган. Вот Ирина Влах тоже делала себе избирательную кампанию, сидя в правительстве и забыв о гагаузской автономии. Да? Ну и что? Это, конечно, неприятно, то есть с моральной точки зрения. Но, как сказал некто Вазон Антой, молдавская политика не для брезгливых. Да. Но с этим можно жить. И если Евгения Гуцул будет в составе молдавского правительства и будет вести себя так, как ей будет указывать беглец и осужденный Илон Шор, тогда будут приниматься, наверное, соответствующие меры, вплоть до изменения закона, но не говоря уже о том, что это будет хороший аргумент, надеюсь, для тех, которые за нее проголосовали, понять, что они натворили. Хотя здесь, конечно, мы, граждане Республики Молдовы, в целом продемонстрировали, что если есть политические грабли, то всегда находятся желающие на них наступить. Так было в 1994 году, так было в 2001 году и так далее, и так далее. Господин Антой, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить об инициативе, которую предложил депутат парламента от партии ПАС Раду Мариан, которую поддержала группа депутатов. Инициатива связана с тем, что НДС экспортерам из Гагаузии будет возмещаться из регионального бюджета АТО Гагаузии, а не из национального бюджета Республики Молдова, как это делалось до сих пор. Эта инициатива вызвала критику в Гагаузии, да, и даже пошли некоторые угрозы, во всяком случае, мы их так интерпретируем в заявлениях некоторых депутатов Народного собрания. Вообще, о чем эта инициатива и почему она возникла именно сейчас, я предлагаю поговорить с автором этой инициативы, депутатом парламента Республики Молдова Раду Марианом. Господин Мариан, приветствую вас. Да, добрый вечер, спасибо за приглашение. Спасибо, что откликнулись и пришли, и согласились ответить на наши вопросы. Давайте, наверное, начнем с самого начала.
Почему возникла такая инициатива? Вы могли бы объяснить нам? Да, можем начать в том, что сказать, как бюджет Гагаузской автономии формируется, и он формируется за счет подхода налога юридических лиц на территории автономии, налога на НДС, да, на произведенные товары и услуги, компаний, которые есть в Гагаузии, которые экспортируют, акцизы. И вот речь идет о том, что это НДС, он выходит, идет в бюджет от Гагаузии. И существуют ситуации, когда предприниматели пользуются возможностью возмещения НДС из этого бюджета. На национальном уровне это делает, конечно, правительство. А Гагаузия, идея в том, что НДС идет в бюджет Гагаузии, а вот возмещение НДС идет из национального бюджета. И это не очень корректно, да, потому что есть, как это, есть, надо быть ответственность, да, есть бюджет Гагаузии, у тебя есть НДС, и ты тоже должен, когда есть ситуация, должен возмещать этот НДС обратно к компании. Мы думаем, что есть в этой ситуации Гагаузия есть как это, преимущество, которое у других жителей района, компаний в других районах это нет. Да? И это очень... Кто-то сказал, что это против гагаузской автономии, это я не согласен, потому что это очень... Это в ряд с концепцией автономии, да? Потому что в Гагаузии есть свой бюджет из НДС, и они тоже должны, когда надо, возмещать НДС обратно к компании. Мы просто хотим... Да, мой русский не так уж хороший. Ничего проблемы, абсолютно не переживайте по поводу русского. Главное, чтобы мы поняли, что вы говорите. То есть, тут, знаете, мы не выставляем экзамен по знанию русского языка здесь, да. Да, побольше справедливости, да. Мы считаем, что все населенные пункты Республики Молдова и все жители, независимо от того, находятся они в МГЕ, или в Кагул, или в Камрате, или в Белц, они заслуживают того, чтобы воспользоваться государственной программой и фондами и пользоваться ими в равной мере, да, потому что из этой ситуации, которая началась в 2004 году, были вот последние 5 лет были 600 миллионов лей, которые были бюджету Дистат, a returnat TVA la companiile din regiunea Гагауза. То есть 600 миллионов лей за 5 лет национальный публичный бюджет возместил компаниям из этого Гагаузии. Такова статистика. Exact. Chiar dacă, așa cum am zis, regiunea Gagauză colectează acest TVA. Proiectul de lege, el ce spune? Spune că autonomia colectează TVA, va rambursa TVA în caz de export și așa mai departe, și diferența atunci când va exista o problemă, statul va putea interveni. Din estimările noastre, asta ar însemna că în următorii 5 ani, в следующие 5 лет, экономия национального бюджета может составить почти 500 миллионов лей. И эти деньги можно будет использовать на территории всей страны, и в том числе в Гагаузии, конечно. Есть сотни программ для Гагаузии, просто это не будет использовано на равной со всей стране. В этом смысл этой законопроект. Я хочу сказать, что это нет никакой легатуры.
Никакой связи никакой с чем? связи С чем? с сегодняшним, или когда было сегодня, или... Сегодня Да, сегодня. Инаугурация вы имеете в виду, да? Нет, потому что этот законопроект, концепт его было уже до выборов в Гагаузии. Когда? Я и не знал, Гундафост? я когда анонсировал законопроект вчера, я не знал, что сегодня, завтра будет. Я забыл про это, потому что я deci eu infirm faptul că are vreo legătură cu nu are nicio legătură cu... То есть вы отрицаете тот факт, что он имеет какую-то связь с событиями, которые происходят в Гагаузии сегодня? Отрицаю, полностью отрицаю. Значит, domnul Marian, atunci, așa, o clarificare, уточнение. Когда возник концепт этого проекта? Când a apărut conceptul? Ну, возник, когда мы имели дискуссию с коллегами и с коллегами из Министерства финансов и сказали, что вот есть такая ситуация, в 2004 году этот новое пополнение закона, да, пришла во время коммунистов. Вы имеете в виду, когда было принято решение оставить Гагаузии НДС, акцизы, подоходный налог и налог на прибыль, так я понимаю? Я помню, да, ну, наверное, это было вот в 2004 было вот это именно restituirea TVA. Asta atunci. Вы имеете в виду экспортером, да? Da. Deci, cumva asta a fost o anomalie. Noi nu ne atingem de faptul, nu spunem că, uite, nu atentăm la faptul că UTAGO colectează accize sau TVA. E ok, dar să respecti cumva autonomia. Și de asemenea, noi am primit multe mesaje de la alți oficiali din alte raioane, de la alți cetățeni din alte raioane, că spun, băi, ia uitați-vă, de ce o regiune din Moldova ar trebui să primească astfel de avantaj? Iarăși, noi ca deputați, ca demnitari de stat, noi trebuie să apărăm interesele tuturor. Absolut tuturor. Și trebuie să asigurăm o balanță a intereselor. Pentru că atunci când există un deraj, atunci când există o senzație de inechitate din partea altor cetățeni pentru o situație, noi încercăm să rezolvăm. Și ca să rezolvăm această inechitate, acest feedback care îl avem de la oameni și inclusiv de la guvern, de la Ministerul Finanțelor, de fapt, am zis că haideți să analizăm, să vedem ce putem să facem. Și atunci, în spiritul autonomiei bugetare a regiunii Găgăuzie, pentru care autonomie bugetară, am zis că credem că este corect să facem abordarea asta. Nu da, adică problema a apărut în 2004. Dar conceptul, proiectul pe care le-ați propus, când a apărut? Asta ca să demonstrăm, ca să confirmați că nu are legătură cu evenimentul. Deci noi am avut prima discuție, deci feedback-ul de la public, pentru că am primit feedback de la mai mulți cetățeni, în special din raioanele de sud, dar și nu doar, Cahul și așa mai departe. Au fost și anul trecut, am avut feedback-ul ăsta. Prima discuție pe care am avut-o noi pe subiectul dat a fost prin primăvara acestui an, deci martie, dacă nu mă înșel. Dar primul draft când a apărut, scuze că așa insist. E ok, primul draft cred că a apărut undeva în mai, trebuie să mă uit, deci trebuie să mă uit în proiect, genul. Deci, eu repet, nu există vreo legătură cu situația sau cu inaugurarea sau altceva. Deci, e o inițiativă care a venit mai de mult, doar că am venit cu ea, am înregistrat-o acum pentru că am vrut să facem la final de sesiune. Nu suntem la final de sesiune parlamentară și am planificat-o pentru această sesiune parlamentară, nu am vrut să o lăsăm pentru septembrie. Dar voi credeți că până la sfârșitul sesiunii parlamentare curente va fi aprobat acest Nu știm. Eu încerc și eu în rusă, că trebuie să mă antrenez, должен говорить получше. Не знаю, если будем успеть в этой сессии. Dar deja am trecut în română, domn. Da? Deci noi nu știm exact dacă o să finalizăm. Clar că o să avem consultări, o să avem discuții, o să primim feedback
și apoi o să vedem cumva calendarul. Dar suntem convinși că deci este o decizie corectă. Ok, dar cumva ați consultat cu, nu știu, acolo există un grup de lucru, cunoașteți, da? Da. Că el există. Deci, copreședintele acestui grup este colegă voastră de partid și, iată, deputații din Adunarea Populară deja, chiar și Serghei Cimpoieș, așa a speriat puțin, mi se pare că așa, în declarația lui personală, adresarea lui către colega voastră care este copreședintă în acest grup de lucru, că, iată, această inițiativă poate avea niște consecințe imprevizibile și așa mai departe. Voi cumva ați discutat, ați auzit acele reacții din Găgăuzii și ce credeți despre ele? Bun, deci noi intrăm în proces din consultări. În momentul în care proiectul de lege este înregistrat, el intră într-un proces de discuții și consultări. Noi desigur că am discutat în prealabil și cu președinta grupului de cooperare, da, din Parlament, dar urmează ulterior să-l discutăm și platforme formale și în consultări publice, putem să-l discutăm și încă o dată în grupul ăla. Este o inițiativă legislativă care urmează a fi dezbătută. Deci uitați-vă, eu aș vrea ca aleșii din adunarea Găgăuză să se pună inclusiv, să-și imagineze că ei sunt deputați pentru tot Parlamentul Republicii Moldova și trebuie să asculte pe toți cetățenii Republicii Moldova. Și atunci când există o situație de inechitate, da? Când cineva are fonduri pe care în mod normal ar trebui să fie folosite pentru toată țara, evident că noi trebuie să ascultăm, trebuie să venim cu niște soluții. Deci eu cred că inițiativa asta este chiar cumva, dacă vrem autonomie, trebuie să fie până la urmă autonomie. Da? Autonomia Găgăuză are autonomie financiară, colectează TVA, colectează accize. Atunci să mergem cu autonomia până la urmă. Dacă colectați TVA, atunci trebuie să restituim înapoi agenților economici. Atunci când e cazul, da? Când se face export și așa mai departe. Și așa cum am zis, restituirea TVA se va face în limita veniturilor disponibile. Sumele neacoperite se vor compensa prin transferul cu destinație specială de la bugetul de stat. Ok, dar de ce aveți în vedere în limita sus? Pentru că Găgăuzia colectează undeva 300 sau 200 de mii de lei, de 200 de milioane, pardon, da? TVA. Și restituirea este în jur de 100 de milioane, nu? Pe Găgăuzia, adică. Iar, adică dacă va fi cheltuit tot acest... Nu, depinde de cerere, pentru că sunt cereri de restituire. Evident că nu pot să... Există o anumită limită la aceste cereri de restituire. Nu înseamnă că o să vină toți agenții economici din toată țara și o să restituie. O să ceară restituirea TVA în regiunea Găgăuzii. Ne referim la agenții economici care sunt înregistrați acolo. Noi, iarăși, pot să compari anii trecuți cum a evoluat restituirile astea, care au fost sumele. Noi putem vedea, de exemplu, putem estima care ar fi acel eventual deficit sau cât ar trebui noi să acoperim. Deci nu înseamnă că tot bugetul regiunii Găgăuzii se va duce pe restituire TVA. Deci nu e cazul ăsta. Deci noi înțelegem lucrul ăsta și de asta am zis că există o anumită limită și mai departe o să intervină guvernul. Ok, dar totuși evenimentele de azi, nu doar evenimentele de astăzi, da? Deci alegerea poporului Găgăuz sau comunității Găgăuze în favoarea partidului Șor, care este declarat neconstituțional, apropo, voi insistați că nu are nicio legătură cu asta, pentru că asta, deci să zicem așa, e un instrument foarte important din mâinile partidului Șor, pe care poate fi cheltuit pentru diferite proiecte pentru a promovarea imaginii partidului Șor. Deci totuși vorbim despre 100 de milioane. Da? Deci. Și voi ați spus că primele discuții ați avut, primul draft a apărut undeva în mai deja s-a știut că
Partidul Șor e aici, cumva? Eu nu știu când să... Deci eu vă spun încă o dată. Nu, proiectul de lege, conceptul său a fost discutat și agreat până la alegeri și până la cunoașterea rezultatelor alegerilor. Și vă spun cu toată responsabilitatea. La fel, înregistrarea lui, deci efectiv nici nu știam, eu nu știam, nu aveam în calendar, eu nu cunosc când e inaugurarea Bașcanului. Nu cunoșteam acest lucru. Repet, am decis să înregistrăm acest proiect acum pentru că suntem la final de sesiune parlamentară și este în calendarul nostru parlamentar să înregistrăm acest proiect de lege în această sesiune. Este o pură coincidență că s-a înregistrat proiectul cu zi înainte de Bașcan. Deci eu infirm categoric aceste acuzații și nu este adevărat. Noi, acele... alocat de-a lungul timpului și alocăm în continuare sume enorme de bani pentru regiunea Găgăuză, satul european, drumuri, infrastructură, la fel și Uniunea Europeană și partenerii externi. Deci nu poate nimeni să ne acuze că nu susținem regiunea Găgăuză. Și oricine spune asta, colegii din adunare populară, ei cunosc foarte bine acest lucru și nu trebuie să spună lucruri neadevărate în public. Chiar și Irina Vlach spune că Găgăuzia este cea mai modernă regiune din Republica Moldova. Chiar și Dodon nu recent, dar câțiva ani în urmă a spus că deci există o anumită gelozitate sau cum în română, nu știu, da, în alte regiuni față de Găgăuzia, pentru că Găgăuzia este așa. Asta înseamnă că atenție către Găgăuzia este sporită din partea autorităților naționale și partenerilor regionali. Asta nimeni nu pune la îndoială. Dar ce va face PAS și majoritatea parlamentară și guvernul, chiar nu știu dacă puteți răspunde pentru guvern, dacă se vor materializa acele sperietori pe care le auzim în Găgăuzie, că iată, Sergiu Ciumpoieș a spus că vor fi ceva, nu știu ce, dacă acest proiect de lege va fi aprobat. Deci majoritatea parlamentară și guvernul sunt emanația alegerilor parlamentare din 2021, sunt emanația voinței poporului. Deci noi evident că avem obligația să ascultăm de comentariile și feedback-ul care vine pe orice proiect de lege, să facem consultări, să ajustăm modul în care este necesar, dar evident noi suntem o țară pașnică, unde luăm deciziile în mod democratic, prin vot. Există opoziția poate să-și expune nemulțumirile, drepturile, orice altfel de exprimare a nemulțumirii, deci nu știți cum, nu vă înțelege. Există foarte multe metode, dacă cineva nu este de acord cu acest proiect, de a-și expune nemulțumirea. Și dacă au anumite nemulțumiri, pot să facă în căile legale, pașnice, și noi deja o să le analizăm, evident. Dar vă deranjează cumva faptul că, iată, Partidul Șor, care este și, de fapt, organizația criminală a lui Ilan Șor, a preluat puterea în întreaga Găgăuzia? Cumva vă deranjează acest fapt? Bun, evident că este o problemă. Noi cu toții am văzut cum au avut loc alegerile în întreaga Găgăuzia. Părerea mea personală este că au fost cumpărate foarte multe voturi, suficient de multe voturi ca să încline balanța. Dar noi o să lucrăm în continuare cu cetățenii din autonomia Găgăuză, o să-i susținem, toate programele guvernamentale de susținere a afacerilor, de susținere a localităților vor fi disponibile și pentru cetățenii din regiunea Găgăuză. O să lucrăm cu primarii, o să lucrăm cu oamenii. Ok, dar eu am auzit această atitudine și astfel de abordare din diferite părți, deci și din partea comunității internaționale, dar nu vă deranjează faptul că Partidul Șor are destule resurse comunicaționale sau de PR și propagandă ca să profite din aceste lucrări a guvernului și partenerilor internaționali direct cu cetățenii, că veți lucra cu primarii. Dar primarii, unde e garanție că primarii nu vor deveni primarii Partidului Возрождение sau cum acolo?
Da, uitați-vă, întotdeauna a fost evident că o problemă pentru partidele de dreapta să aibă scoruri foarte mari sau în regiunea Găgăuză. Deci e un fapt împlinit și cumva toți suntem conștienți. Dar chiar și dintre partidele de stângă nu există nicio competiție aici în Găgăuzia. Toți cei foști socialiști deja devin Uitați-vă, gruparea criminală respectivă uitați, a fost un proces. E un proces mai îndelungat. Am avut o decizie de executorie de la Curtea de Apel în care șeful acestei grupări criminale a fost condamnat. Este un ordin de confiscare a averilor, este supus sancțiunilor internaționale. Noi urmează să implementăm decizia Curții Constituționale, să aplicăm măsuri de a reduce capacitatea de a se finanța această grupare criminală prin mai multe instrumente. Evident că această luptă cu gruparea criminală ea continuă și evident că ei primesc mult susținere din partea Kremlinului, inclusiv financiară. Evident că trebuie să curățăm justiția sau să curățăm sistemul de justiție, să avem mai multă eficiență în sistemul judecătoresc. Adică e clar că lupta cu mafia și cu grupările criminale nu e o luptă de o zi, e o luptă de două, nu e o plimbare în parc. E un proces și noi depunem eforturi pentru a reduce și a anihila, de fapt, influența acestei grupări în Republica Moldova. Dar asta e situația, ei dispun de resurse în continuare de la Kremlin, sunt finanțați din fonduri murdare și noi, chiar dacă depunem eforturi, avem mai multe progrese în acest sens, dar evident că situația încă nu e finalizată, în sens că mai avem multe lucruri până să avem o influență mult mai redusă a acestei grupări. Cel mai important este ca organizatorii și liderii acestei grupări să fie pedepsiți conform justiției în cel mai scurt timp. Domnul Marian, vă mulțumesc pentru comentariu și vă așteptăm cu alte ocazii. Da, mulțumesc, spasibo și seara frumoasă. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о обстреле Одессы, да, ракетных ударах по Одессе, которые прошли этой ночью. Как бы говорят, что никогда такого не было. И как это связано с зерновой сделкой, если связано. Об этом я предлагаю поговорить с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских обществ Украины. Господин Демчогло, приветствую вас. Приветствую, Веселяндар. Буназива. Хош гельденес. Рада вас видеть, господин Демчогло. Вот мы видели практически всю ночь обстреливали Одессу, ракеты Х-22, если я не ошибаюсь, калибр. Чем этот обстрел отличается от предыдущих? Потому что Одессу обстреливают практически с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Ну, эта ночь была одна из самых таких напряженных и сложных за все время войны, даже можно сказать. Прошлая ночь была нелегко, и вот эта ночь тоже, потому что обычно или один обстрел, там, или в виде ракет, или в виде шахедов. Но тут было 4 волны. То есть сначала были ракеты из Х-22, насколько я понимаю, из авиации, которая была поднята над Крымом. Потом атака шахеда была. Потом атака была с кораблей из моря, из Севастопольской бухты, были пуски с кораблей, калибров. И потом еще были запуски ониксов. То есть 4 волны ударов, фактически обстрел прекратился где-то 4 начала 5-го. Начался где-то пол-первого ночи, первая волна. И обстреливали, если раньше обстрелы были там не в сам город, там редко когда в город прилетал, в основном там в область, там район Маяк, там еще куда-то, там Сергеевка, Затока, то практически все обстрелы были или над городом,
или же в акватории Одессы, или же по окраинам в районе портовой инфраструктуры порта Черноморск и Одессы. Хорошо, а это может быть связано с тем, что вот был удар по Крымскому мосту, вот мы фактически видим, украинская артиллерия отрабатывает очень хорошо по складам БК вооруженных сил России, как бы это как-то с этим связано? Путин мстит или как вы думаете, с чем это связано? Усиление вот этой вот? Ну, я думаю, что Путин мстительный, он всегда мстительный, но Путин хочет показать свою как бы, ну, знаете, мощь от бессилия. Я это так назову, мощь от бессилия. Он бессилен на фронте. Российская армия последние полгода вообще ничего не может, практически даже села какого-то взять. Уже я не проговорю про крупные наступательные операции. Можно забыть, они ушли в историю российской армии. Путин у себя в стране не может разобраться. Ему нужно показать, на международной политике его рейтинг упал до минимума. Мало того, он сегодня в международной политике, он военный преступник. На него выписан международный орден. И плюс сегодня и зерновую сделку будут пытаться без него делать. То есть есть наметки, Украина подала официальный запрос на продолжение зерновой сделки, но без участия России. Плюс украинское оружие начало доставать туда, куда не доставало. То есть уже второй раз украинское оружие достает Крымский мост. Практически еженедельно мы обстреливаем дальние подступы, дальние базы, в том числе в Крыму и в Российской Федерации, и в Краснодарском крае. То есть Украина уже имеет оружие, ну, часть натовского оружия, которое мы не используем по территории России, по территории России используется, вы знаете, чисто украинское оружие, украинские беспилотники. И, соответственно, растет ему мощь украинского оружия. Я думаю, что то, что было прошлой ночью, это действительно может быть какая-то там, как назвала Симонян, ответочка за Крымский мост, то, что было прошлой ночью. Но этой ночью это целенаправленно показать, что типа вот если вы будете зерновую сделку без меня подписывать, то я типа никаких гарантий безопасности не даю. И действительно сегодня, вот по моей последней информации, она вот час назад была опубликована, пострадали 4 терминала зерновых. И 2 из них очень крупных компаний. Это Kernel, CG, то есть Kernel, швейцарская компания, и CMA МШК, это, насколько я знаю, это французская компания. Ну, вот по видео показывают 7-й километр. Это такое, но если вы найдете, вот пару часов назад опубликовали пострадавший наш министр, вице-премьер-министр инфраструктуры Украины, опубликовал фотографии обстрелянных зерновых терминалов. Там зерновой терминал, Кернела, масло-терминал, который по наливному маслу пострадал, там был сильный пожар. То есть целенаправленно билось в бортовой инфраструктуре. То есть инфраструктуре, которая вовлечена в зерновую сделку, я правильно понимаю? Через которую... Абсолютно верно. Да. Ну хорошо, а он хочет выходить из зерновой сделки или он просто торгуется? Как вы это объясняете? Ну, официально он типа вышел, точнее он не продлил, Да. вышел из нее. Но он не торгуется, с ним никто не будет торговаться, он хочет показать, что типа я обезьяна с гранатой и буду кидать куда хочу. Ну хорошо, а вот из того, что мы понимаем, из того, что мы видим, Турция заинтересована в этой зерновой сделке. Ну, во-первых, как это такой политический имидж Эрдогана, который в этом, скажем так, в этом процессе играет роль такого миротворца, человека, который как бы обеспечивает важную инициативу, спасает, скажем так, страны Африки от голода. С другой стороны, Турция в этом заинтересована экономически, как бы, насколько мы знаем. Как вы думаете, готов ли Эрдоган идти на то, чтобы обеспечивать зерновую сделку без России? Насколько это возможно? Если Россия, допустим, не продлит новое соглашение о зерновой сделке или не заключит его? Я думаю, что Эрдоган готов это сделать без России, но пока не хочет этого. Пока не хочет.
Думаю, что сейчас будет так называемый торг в ближайшие несколько недель, месяцев, может быть максимум. Будут какие-то торги по этой ситуации, но думаю, что Эрдогану удастся уговорить Путина, потому что ему это удавалось и раньше, и Путину больше некого слушать, только президент Турции. Из международных серьезных политиков никто с ним очень практически не общается. Ну и китайский тоже, но Китай и так зерновой сделки, Китай получает то, что хочет. И так, и без зерновой сделки. Китай не голодает, как страны Африки. Хорошо, а вот без зерновой сделки, какова роль? Мы с вами до начала записи говорили про порты Дуная. Насколько вовлечены порты Дуная в экспорт украинского зерна сейчас? Я вам скажу, что зерновая сделка была подписана, если вы помните, в конце августа и начала работать с начала сентября прошлого года. Но и все это время Украина работала же, зерно экспортировалось. И Дунай, украинский Дунай, фактически сегодня спасает Украину. Первое судно, мы сами из Бессарабии, поэтому я связан с проектами, в том числе на Дунае. И первые суда с украинским зерном уже в 20-х числах марта, то есть меньше месяца войны, начался экспорт. Порты Дуная перестроились и начали экспортировать украинскую продукцию. И где-то, если ориентировочно там, в апреле прошлого года они экспортировали там, 100 тысяч тонн в месяц, то в мае месяце этого года порты Дуная экспортировали, перевалили около 3 миллионов тонн груза за один месяц. Июнь месяц, по моим данным, около 3 миллионов 100, 3 миллиона 200. То есть 3 миллиона тонн. Та инфраструктура, которая построена была на Дунае за этот год, за последний год, она позволила увеличить в разы пропускную способность, грузоспособность украинских портов Дуная. Были построены новые терминалы, и те же самые крупные компании, как Нибулон, Кернел, сегодня строят свои терминалы на Дунае. Да, на Дунае ограниченная осадка судов, то есть можно грузить там максимально 10-12 тысяч тонн суда, не как в Одессе, там 50, 100, 120 тысяч даже грузились. Но, по крайней мере, 50 тысяч тонн не грузится, но 5 судов по 10 тысяч грузить можно. Или же второй вариант, порты, даже больше, чем ежедневно. Я вам скажу, что 3 миллиона разделите на 30, 100 тысяч тонн в день грузится на портами. 100 тысяч тонн сейчас в день. Если когда-то это за месяц было, в начале войны, то сейчас в день 100 тысяч тонн порты Дуная могут грузить. Украинское государство было быстро, за пару месяцев прочистило все каналы, все заторы, вышло на максимальную осадку. Сегодня на Дунае работает 2 канала. Один канал Быстрый, украинский канал, и второй канал Сулинский канал, который используется совместно с румынами. Румынский канал Сулина. После деоккупации острова Змеиный заработал канал Быстрый. До того, пока там россияне присутствовали временно присутствовали на острове Змеином, все судозаходы осуществлялись через румынский канал Быстрый. И сегодня побиты, во-первых, советские рекорды. Порт Рени и порт Измаил побили все советские рекорды даже. И на какую мощность вышли? 3 миллиона тонн сегодня делают все 4 порта. Есть порт Килья, он же называется еще Усть-Дунайск. Он небольшой. Порт Измаил делает около 800 тысяч тонн, 860 тысяч тонн. Порт Рени делает тоже где-то около 800 тысяч тонн. И много частных терминалов построено в этих акваториях. Плюс порт Килья Усть-Дунайск делает где-то около 300-400 тысяч тонн. И я вот сейчас присутствую, кстати, в районе, не хочу говорить, под Измаилом тут строится крупный частный терминал. Он уже вышел на объем, только этот маленький терминал делает 120 тысяч тонн в месяц. Маленький терминал, которого до войны не было вообще. И таких маленьких терминалов появились где-то от 5 до 10. То есть они в комплексе тоже могут где-то делать там, от полумиллиона до миллиона тонн. Вот все в общей массе дает более 3 миллионов тонн. Соответственно, в год
30 миллионов тонн экспорта без проблем, 30, там, 35-40 миллионов тонн. Я думаю, что если так дальше пойдет, то и до 5 миллионов могут порты Дуная потянуть. Ну хорошо, а может ли в перспективе, скажем, Украина обойтись без Черного моря? Ну, понятное дело, это будет через Черное море, но без порта Одессы для зерна? Или в этом это не стоит такая задача перед Украиной сейчас? Нет, Украина должна освободить и наладить работу портов Большой Одессы, мы их называем Південный, Черноморский Одессы, мы их называем порты Большой Одессы. Она однозначно их настроит и без России. Ну, единственное, конечно, думаю, что ООН не позволит России дальше так блокировать их, и будет выработана какая-то формула. Вопрос торгов, и поэтому сегодня эти массированные бомбардировки, я думаю, что результат России, как в себе, знаете, как всегда, она сначала как это красивее сказать, нагадит, потом давайте там уже, знаете, любит только показать, что я же, смотрите, я же не меняшка, я же ненормальный. Ну, Россия как тот хулиган оказывается, так умеет оказывать знаки внимания, знаете, как хулиган водопада. Да. Не, чтобы Россия показывала себя уже как неадекватным, несовременным, недипломатическим государством. Ну, вот эти вот, ну, хорошо, в августе Россия вернется в зерновую сделку? Как вы видите это? То есть Эрдоган убедит Россию? Я уже говорил, я думаю, что Эрдоган убедится. Убедит, да? То есть... Убедит Россию, да, у него это получится. У него получалось неоднократно, и не получится в следующий раз, нету никаких этих, потому что если Россия потеряет переговорщика Турцию, то она станет страной-изгоем типа Северной Кореи, понимаете? Ну хорошо, а чего он хочет? Вот он не хочет, вот он сейчас как бы, понятное дело, что Эрдоган хочет заключить там зерновую сделку, допустим, на подольше, на несколько лет, допустим, да, чтобы она не истекала так быстро, чтобы не приходилось там опять приходить, там договариваться, умолять, переговариваться и так далее. Вот Путин чего хочет? У вас есть понимание того, чего? Почему не просто не заключить эту сделку и дать, там, не знаю, потому что через эту зерновую сделку экспортируется и российское зерно, не только украинское, насколько мы знаем. Абсолютно верно. Выгоду от этого получают и российские производители, да. Ну, они там ставят несколько условий, открыть, вы знаете, что российские банки все заблокированы, свифты у них отобрали. Они хотят восстановить Россельхозбанку, чтобы вернули. Они вообще хотят там 7 банков государственных, что получили обратно SWIFT-систему. Генсек ООН предложил один банк, Россельхозбанк. Ну, вообще, знаете, умом Россию не понять. Поэтому понимать будем, жить будем по понятиям. Соответственно, посредник у нас практически сегодня единственный. Ну, 2 посредника есть. Это Генсеку и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Да. Я думаю, что они совместно смогут. Иначе, понимаете, Россия тоже может нет категорически не говорить, потому что раз ты не хочешь, ну, давайте мы тогда без вас. Один такой уже было, если вы помните. Эрдоган сказал, мы продолжим. Россия же мне доверяет, я же буду сообщать ей результаты там инспекций. Сразу же на следующий день Россия вернулась. Когда поняли, что Эрдоган созрел и без них работать. Ну, созрел это что? Это значит, сопровождает эти грузовые суда военными кораблями Турции? Или как это? Что значит созрел? Ну, тогда было, что типа Россия перестала появляться на инспекциях представителей России. И Эрдоган тогда сказал, ну хорошо, наши инспекторы, наши представители будут инспектировать и докладывать российской стороне. Они же типа не будут говорить, что мы там плохо досмотрели. Понимаете, Эрдоган очень умный, хитрый и дальновидный игрок, в отличие от Путина. Ну да, это мы уже видели, как он обошелся с ним перед саммитом и на саммите. Да, саммите НАТО. Да. Поэтому ему удастся зерно. Просто сейчас сторону друг другу нервы потрепают чуть пару недель. И, понимаете, Россия сама себя загоняет в тупик. Она там, я выхожу, там, начинает там капризничать, ябедничать, там, гадить, а потом, вот давайте там, ладно, так и мыть, мы согласны. Вы думаете, если она вернется, то это опять будет на год, да? Год, по-моему, эта сделка заключается.
Я скажу, что время сегодня играет против России. На всех, на фронтах войны, на фронтах экономики. Поэтому он даже подозревает, что он не на 3 месяца, на месяц только продлит, понимаете? Потому что время играет против него. И сегодня российское руководство показывает себя как недальновидные политики, потому что если бы они смотрели далеко, война вообще не начиналась. Война бы закончилась очень быстро. После Киева, после краха, который потерпели под Киевом российские войска, тогда еще нужно было договариваться. Но Россия выбрала путь смерти, убийств, грабежей. Да. Это показало чеченские войны и прочие войны. Господин Демчугла, я благодарю вас, что пришли к нам, и желаем Украине, Одессе стойкости и поменьше таких бессонных ночей, которые была этой ночью. Привыкли к таким ночам, сильнее, медленнее, но мы знаем, сегодня я уже говорил в нашем эфире, что Одесса стала ненавидеть Путина, путинский режим. Русскоязычный город Одесса из-за таких обстрелов. Вот сегодня даже самый русскоязычный, который еще там тайком, в тайке души, там, вот, давайте простим их, там, я думаю, что после сегодняшней ночи вообще... Таких уже не осталось? Таких не осталось, потому что, пострадали и жилые кварталы, и портовая инфраструктура. То есть реально целенаправленно билась по городу Одессе. По городу Одессе слава богу, насколько я знаю, погибших нету, но пострадало очень много жилых домов, от частных, но многоэтажек, потому что украинское ПВО, слава ЗСУ, практически все позбивало. По крайней мере, над жилым городом, в жилые дома не попадало ничего, но осколков от сбитых ракет, шахедов и прочее очень много попадало. Побило крыши, побили стекла. Один шахед упал во двор многоэтажного дома, сбитый от ударной волны, там, повыбивало в 2-3 многоэтажных, 20-этажках дома повыбивало. То есть он большой, но, слава богу, без жертв. Да, все восстановится, человеческие жизни не вернутся, вот это все восстановится, да. Да. Восстановим Украину, и она будет еще лучше. Согласен. Господин Демчугла, спасибо большое, будем рады видеть вас еще. Да, спасибо большое. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цена свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.